Формирование благоприятного инвестиционного климата для устойчивого социально-экономического развития республики – основная задача, которую перед собой ставит руководство региона. Город Карабулак, как отметил полпред президента России в СКФО Александр Матовников, можно назвать примером их успешной реализации. На сегодняшний день здесь планируется строительство завода по переработке молока стоимостью 1 миллиард 250 миллионов рублей, а возведение торгово-логистического центра с общим объемом инвестиций в 1 миллиард 200 миллионов рублей уже близится к завершению. Довольно успешно развивается малый бизнес, на предприятии которого трудится более 500 человек. Вместе с тем, как и везде в республике, в городе Карабулак остро стоит вопрос необходимости кардинального снижения уровня безработицы. Ну, как в целом в Северо-Кавказском федеральном округе. Обращаю ваше внимание, что основной целью социально-экономического развития города является создание условий для улучшения жизни людей. Необходимо отметить, что в решении данной задачи были достигнуты определенные успехи, что подтверждается приростом населения города Карабулак за последние 7 лет почти более чем на 10 тысяч человек. Карабулак действительно можно считать лидером промышленного развития региона. Всего за несколько лет здесь ввели в эксплуатацию ряд крупных предприятий, в их числе завод по производству алюминиевых радиаторов, завод полимерных труб, а также завод по сбору монолитных конструкций. Их функционирование позволило обеспечить рабочими местами порядка 300 человек. Но вместе с тем, как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, властям города необходимо усилить работу по развитию социальной сферы. Конечно, проблем у жителей Карабулака немало, особенно в коммунальной сфере. Обеспечение инженерными сетями. Ощущается нехватка медицинских учреждений, школ, детских садов, но они будут в рамках нас проекта решаться, но и многие жители нуждаются в жилье. Основным источником решения этой проблемы является реализация национальных проектов. Карабулак представлен региональным проектом, входящих в национальные проекты демография, образование, культура, жилье и городская среда, экология и другие. В рамках реализации национальных проектов в городе также предусмотрена замена линий ветхих водопроводных сетей. Реставрировать предстоит и городской пруд, что в свою очередь позволит улучшить экологическую составляющую. Но главная цель дальнейшего социально-экономического развития Карабулака – это повышение качества жизни населения. Система образования города представлена 11 учреждений, 5 общеобразовательных школ и 1 гимназия, 4 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования детей. Функционирует общеобразовательное дошкольное учреждение, является государственным хостом на балансе Министерства образования и науки республики. Муниципальные общеобразовательные и дошкольные учреждения отсутствуют. Решить проблему с нехваткой ученических мест в городе сможет новый образовательный объект. Землю под его возведение уже определили. Строительство запланировано на 2020 год. Как, впрочем, и стройка 2 детских садов на 220 малышей. Вместе с тем, внимание властей требует и медицинское обслуживание горожан, точнее, место его оказания. Городская больница не соответствует требованиям безопасности. Так что в план развития города до 2024 года власти включат и реконструкцию имеющихся или строительство нового медучреждения. Больница, за исключением уникальных врачей, сама по себе больница, конечно, не соответствует. Поэтому это, конечно, надо решать. То же самое, что через культурно-проектный комплекс говорили о том, что это надо делать. Такие по экологии, то, что Махмуд Али Шарипович сказал, что по свалке, которые существуют в этом городе, соответственно, тоже рекультивация будет решаться. Дороги. И генеральный план развития города. Мы говорили, что есть. Видно, что центральная часть города у нас спланирована хорошо, новые микрорайоны спланированы плохо, потому что совершенно не в шахматном порядке стоят дома, как они там появляются, что они там, как это происходило. Надо все с этим, конечно, разбираться. Завершая встречу, полпред напомнил собравшимся и о 75-летней годовщине празднования победы Великой Отечественной войны. Всем муниципалам необходимо привести в порядок памятники и символы победы. Жадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24.